команды Тамбонского улуса. Сейчас объяснят, поменяют. Синий уже проигрывает. Сейчас он должен работать. Активную борьбу должен показать. А Роберт должен сохранить баллы. Ну и также тоже активность должен показывать. Да, в этой весовой категории Роберт Окороков является единственным представителем принимающей стороны, то есть команды Амгинского улуса, ну, то есть в число участников финальных схваток. В этом весе он один представляет Амгинский улус, и собравшаяся публика, конечно же, поддерживает своего спортсмена. Да, должны поболеть за своего. Итак, второй период, и продолжается у нас борьба за бронзовую медаль. По истечению вот оставшихся 2,5 минут мы узнаем имя первого призера соревнований по вольной борьбе в рамках 7-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Джулс начинает прессинговать. Вот. Роберт все контролирует. Предупреждение судья дал. Первое замечание просто пока устное. Да, и меньше 2 минут, и у нас изменений в счете нету. 1-0 пользу Роберта Окорокова. Уже дали 30 секунд на Роберта, чтобы... Если не возьмет за 30 секунд, то балл уже дадут за пассивность. Джулс там устроил. Итак, подходит к концу эти 30 секунд активности, и у нас... Роберт активизировался, да, уже хочет взять балл. Хочет сохранить свои баллы, но не успел. Дали балл. Да, балл присуждается Джулсу Неустроеву, и теперь уже он ведет в этой схватке. Уже по качеству последний. И что касается времени, у нас остается минута. 1 минута. Роберт старше на 10 лет. Старше своего соперника. И у нас остается совсем немного времени сейчас. Конечно же, Роберт Окороков пойдет вперед. Будет искать возможности для проведения. Атаки открывает. Дергает, двигает. 30 секунд. Остается всего ничего. И хорошо прессингует. да. Ну, будем болеть за местного. Итак, Роберт Окороков всеми силами идет вперед, и времени остается совсем мало. 7 секунд, уже 5 секунд. Ну и, конечно же, Джулс Неустроев всеми силами защищается. Да, и... Не смог, Роберт, не смог. Засчитает ли последние 2 балла, но факт остается фактом. Джулс Неустроев является победителем. Он стал победителем в этой схватке, и он становится первым призером, обладателем медали, именно бронзовой медали в личной командных соревнованиях по вольной борьбе в рамках 7-х спортивных игр народов республики. Поздравляем мы Джулса Неустроева и поздравляем команду Тамбонского улуса с первой наградой в соревнованиях по вольной борьбе. Ну и повтор, видеоповтор моментов минувшей схватки. Итак, дорогие друзья, мы сейчас приступим уже, перейдем к следующей схватке. Также малый финал, в рамках которого у нас встречаются Прокопий Ефимов, представитель команды Бомского улуса, и Аял Белолюбский из команды города Якутска.
Итак, разыгрывается у нас вторая бронза весовой категории до 57 килограммов. Смотрим. Прокопий. Вот эти молодые ребята, молодежный состав. Да, Прокопий Ефимов 98-го года рождения. Что касается Аяла Белолюбского, то он 2000 года рождения. Соревнования у нас проходят параллельно на двух коврах. Мы же, конечно же, фокусируем все свое внимание на коврах, где проходят именно финальные схватки. Среди мужчин. Да. И балл взял, 2 балла. Еще и 2 работал. балла. Да. И Накат. накатом Фадзаева. Ну, здорово начал Аял Белолюбский. И в его активе уже сейчас 6 баллов. И задача Да, Прокопия заметно. Ефимова заметно усложнилась. Надо уже активизироваться уже. Прокопию. Вот уже начинает активизироваться. Аял Белолюбский представляет команду Якутска. Видим, что Прокопий Ефимов обращает внимание на секундомер. Рассчитывает оставшееся время в первом периоде. И у нас минута и 15 секунд остается. первом Вот, хочет периоде. закончить, да, уже активизировался. Ну и что сейчас с этого положения сможет сделать Прокопий Ефимов? Арбитр поднимает спортсменов. И продолжается у нас борьба. Это малый финал. Разыгрывается вторая награда бронзового отлива в своей категории до 57 килограммов. Ефимов все контролирует, хочет уже догнать. Но проходов нету. На ковре Б. Победу У одержал них равная борьба идет. И, Гаврил Михайлов, Султанский РУС. И судья оценивает На ковре на Б 2 балла. начинается утешительный поединок весовой категории до 51 килограмма. Приемом лампочкой сделал. 2 балла. Александр Каякин, Оленевский РУС. да, и сокращает отставание в счете Прокопий Ефимов. И 2-6 остается в первом периоде бороться. 15 секунд. 15 секунд. Еще должен работать, чтобы результат был нормальный. Вот это. Да. И все. Разрыв. Завершается первый период. И при счете 2-6 в пользу На ковре А. Аяла Белолюбского спортсмены отправляются на 30-секундный перерыв. Итак, сейчас у тренеров и секундантов будет возможность для того, чтобы настроить своих ребят, внести коррективы в план на эту схватку. Ну а мы видим, видя повтор, как Роберт Окороков Красивый набрал бой, свои да. баллы. Ну, Джилус Аял Белолюбский. да. И второй период, дорогие друзья. И начинаем уже второй период. По истечению вот этой трехминутки мы узнаем второго обладателя бронзовой награды в этом весе до 57 килограммов. Пока что ближе к этой цели у нас Аял Белолюбский. Сейчас Прокопию надо активизироваться. Ну, Прокопьев занимается под руководством знакомого Степана. Белолюбский Аял занимается под руководством Захарова Станислава и Иванова Прокопия. нет у нас пока изменений. В счете продолжается вот эта вот борьба за
возможность провести технические действия. По-прежнему 2-6 счет у нас в пользу Аяла Белолюбского. Хорошая погода сегодня. С утра был небольшой дождь. Но сейчас, как вы видите, солнце светит и теплая погода. Итак, 1,5 минуты, и Аял Белолюбский продолжает сохранять победу для себя счет. Но сейчас Ефимов в атаке держит в опасном положении своего соперника. И зарабатывает 2 балла. 4-6. 4-6, и Прокопий Ефимов уже существенно меняет ситуацию. Сейчас еще один проход или бросок уже изменяет. Да, 4-6, и счет по-прежнему в пользу Аяла Белолюбского. Остается чуть больше минуты бороться в этой схватке. Контролирует. Аял контролирует, сохраняет свои На баллы. ковре Б приготовится к отцам Юлиана Григорьеву. Да, конечно же, время сейчас играет в пользу Аяла. И Задача уже контролировать и сохранять баллы до конца. безусловно, сейчас Прокопий Ефимов пойдет вперед еще активнее. Уже время поджимает. Это чуть больше 30 секунд. Смотрит Прокопий в сторону табло с таймером. И готовит свою атаку, выжидает момент. Лучший момент для... Уже 17 секунд должен устоять Аял. Все, последние 10 секунд этого бронзового финала. Прокопий Ефимов всеми силами пытается провести свою атаку, но не хватает оставшегося времени. И в итоге со счетом 6-4 побеждает Аял Белолюбский. Поздравляем мы представителя сборной команды города Якутска с тем, что он завоевал бронзовую медаль соревнований по вольной борьбе весовой категории до 57 килограммов. И команда города Якутска. Ну и вашему вниманию мы предлагаем видеоповтор ярких моментов минувшей схватки. И мы узнали о 2 бронзовых призеров этой весовой категории. Это Джулус Неустроев, Тампонский улус, и Аял Белолюбский, город Якутск. Итак, и финал. Обратите внимание на нашу инфографику. Можете ознакомиться, каким был путь Игоря Петрова из Сунтарского улуса и Михаила Васильева из Горного улуса к этой решающей схватке. Ну, по ходу встречи мы еще расскажем об их пути к финалу, но сейчас у нас спортсмены уже вышли на мат. Итак, дорогие друзья, весовая категория до 57 килограммов. Финальная схватка. Борьба за награду высшего достоинства. И за эту медаль в борьбу выступает Игорь Петров, Сунтарский улус, он красный трико, и Михаил Васильев, соответственно, синий трико, представляет сборную команду Горного улуса. Но это уже ровесники. И будет такая борьба. Постоянно встречаются на ковре на соревнованиях. На ковре Б Главная схватка в этой весовой категории. Известны уже обладатели бронзовых наград, и в скором времени станет известен и первый триумфатор. Будет известен обладатель золотой медали в весе до 57. Первые предупреждения дали борцу синему за пассивную борьбу. Игорь Петров в полуфинале выиграл у Джулуса Неустроева из Тампонского улуса. В четвертьфинале Игорь оказался сильнее Роберта Окоркова. И в своей первой схватке в рамках 1/8 финала Игорь выиграл у Аяла Лыткина из Мегино-Кангаласского улуса. Что касается его соперника, Михаила
Васильева, представителя команды Горного Улуса. Михаил в полуфинале выиграл у Аяла Белолюбского. В четвертьфинале одержал победу над Казимиром Томским из Вилюйского Улуса. Ну а в первой схватке в рамках этого турнира Аял Михаил выиграл у Никиты Васильева из Татинского Улуса. Итак, нет у нас пока результативных действий. И финал, главная схватка в этой весовой категории. Чисто по предупреждению. Бросок хороший делает. И зарабатывает 2 балла. 2 балла выписывает свой актив Михаил Васильев. И еще накатывает. Да, и 50 секунд до конца первого периода остается. Счет становится 4-0. Да, и преимущество в 4 балла себе На ковер доктор. представитель команды Горного Улуса. Ну и сейчас так, требуется помощь медицинского персонала. Или все? Нет, все-таки нет. Продолжится наша схватка. Петров Игорь занимается под руководством Данилова Николая Романовича. Васильев Михаил, Прохорова Николая Николаевича. И меньше 25 секунд остается. Как вы видите, Михаил Васильев у нас в этой схватке в первом периоде ведет со счетом 4-0. И близится к концу первая трехминутка. Последние секунды. Первый период заканчивается. Да, Со счетом. Да, при счете 4-0 завершается первый период. В этой схватке ведет Михаил Васильев. А напомню, что это у нас борьба за золото. Золото весовой категории до 57 килограммов. На кону право забраться на высшую ступень пьедестала. И сейчас все решит последующая трехминутка, второй период. Ну и вот повтор результативных действий в первом периоде. Итак, второй отрезок у нас стартует. И нас с вами ждет Уже Петров должен интересная работать. концовка. Петров уже должен работать. Он проигрывает. Активную борьбу должен показывать. Ну, Игорь Петров, конечно, сейчас будет активнее, чем в первом периоде. Ситуация его вынуждает. На кону золото. Вот хороший захват. Отсюда можем ждать броска. Вот он. Ищет уже пассивная борьба. У Васильева Михаила сейчас дали первое предупреждение, что уходит от борьбы. Если упор головой, то это тоже значит пассивная борьба. Он должен голову поднять. Вот так, например. Ну и Михаил Васильев продолжает защищаться, удерживать этот счет. И поглядывает представитель Горного Улуса в сторону часов. Время смотрит. Да, Уже время играет в его пользу. 1 балл Игорю Петрову. Дали уже за пассивную борьбу. Минута 23 до конца финальной встречи весовой категории до 57 килограммов. Игорь Петров, Сунтарский Улус, и Михаил Васильев, Горный Улус продолжают борьбу за
показал лучшее достоинство. Хороший захват надо сделать. Прием. Останавливает арбитр встречу, и остается меньше минуты. Теперь Петров сейчас, уверен, пойдет вперед и будет действовать более активно. Время поджимает. И бросок. Так. По Сейчас броску у нас, посмотрим, судьи. по броску оценки нет. Не оценили бросок. И при том же счете, при счете 1-4 возобновляется у нас схватка. Последние 30 секунд финальной схватки весовой категории до 57 килограммов. Михаил Васильев очень близок к тому, чтобы стать обладателем золотой медали. И еще 15 секунд. 15 секунд. Игорь Петров. Один бросок только решает. Один бросок. Да, счет 2-4. И последние секунды. Всеми силами идет вперед Игорь Петров. Но тут даже... Время. Да. Завершилось время, и победителем весовой категории до 57 килограммов у нас становится, поздравляем его, Михаил Васильев, представитель горного Улуса. Приносит своей команде столь важные очки. Ну, а что касается Игоря Петрова, он становится обладателем серебряной медали. Итак, у нас стали известны все спортсмены, которые зайдут на пьедестал почета весовой категории до 57 килограммов. Триумфатором, начнем с бронзовых призеров. У нас на третью ступень зайдут Джулс Неустроев из Тампонского Улуса и Аял Белолюбский, представляющий сборную команду города Якутска. Серебряная медаль в активе сунтарского борца Игоря Петрова. Ну и триумфатором этой весовой категории стал спортсмен сборной команды горного Улуса Михаил Васильев. Еще раз поздравляем Михаила с этой победой и поздравляем также тренерский штаб весовой категории до 80 его команды. Семен Слепцов, Весовая категория 61 килограмм. Руслан Старостин, Хангаласский Лус. Тистях. Да, у нас Тистяхов Нюргун и Яковлев Баяман. Бронзовый финал весовой категории до 61 килограмма. И на ковре А весовой категории до 61 Нюргун килограмма. Тистяхов, Борьбу за третье место ведут и красным Баяман криком Яковлев, представитель команды Таттинского Улуса Российский Нюргун спортивный союз Тистяхов. студентов. Нюргун Тистяхов, кандидат в мастера спорта, Итак, занимается под руководством Малышева. в этом весе Его во втором соперник бронзовом синим финале криком также представитель у нас команды Российского студенческого спортивного союза, мастер спорта России Семенов, Баяман представляющий Яковлев. сборную Сунтарского. Тренер Баямана Яковлева Ну Макар. а в главной схватке в этой весовой категории встретятся Айтал Захаров из Чурапчинского Улуса и Владимир Егоров, представляющий первую команду Амгинского Улуса. Вот и проходом многие На ковре А зарабатывают 1 балл. приготовится на утешительный поединок. Весовой категории до 65 килограммов Петру Сивцеву, горный Улус, Да, Магомеду счет 1-0 в пользу Дмитриеву, представителя Амурский Татинского район. Улуса. Ну и чуть больше минуты отборолись спортсмены. Завтра мы в заключительный соревновательный день по вольной борьбе увидим финальные схватки в весовых категориях до 65, 79, 92 и 125 килограммов. Ну а сегодня мы продолжаем наблюдать за бронзовым финалом в весе до 61 килограмма. Вот и бросок. 4 балла. Хочет отпускать, положить хочет. Да, очень опасное положение. И счет у нас 7-0 в данный момент. Ну и
И 1 Да, балл свой балл. Барсу с ним переход. Также берет Буяман Яковлев за вывод соперника за пределы ковра. Итак, 7-1. 7-1. Счет таков в настоящий момент в пользу Нюргуна Тистяхова, представителя сборной команды Татинского улуса. Доктор понадобился. Да, Эти борцы проиграли Захарову Айталу с Черепчинского. требуется помощь медицинского персонала. Ну, все в порядке, и схватка у нас возобновляется. И проходит Нюргун еще по ноге. И там развязка началась уже. Очень интересная Да, ситуация. интересная ситуация. Кому балл дадут? Пока нету никому балла. Так, и что у нас И здесь? потом сейчас оценивает, как. Посмотрим. Пока судья не показывает оценку. На ковре Б. На табло 9-3 счет, и Победу одержал Руслан еще 1 балл. Аталасский улус. Весовая категория до Дали, да? 80 Еще 1 балл. Тистяхов записывается еще 1 балл, счет 10-3 в его пользу. 13 баллов разыграли спортсмены в первом периоде, и до конца у нас минуте остается 15 секунд. Магомед Давлетбериев, Навлодский район. В этой весовой категории у нас представлен один спортсмен, защищающий цвета Амгинского улуса. Это Владимир Егоров. Он оспорит золотую медаль в финале с Айталом Захаровым из Черепчинского улуса. У нас завершился в этой схватке в бронзовом малом финале первый период, и после 30-секундного перерыва у нас наступит время для начала второго отрезка, который решит судьбу первой бронзовой награды весовой категории до 61 килограмма. Нюргун ведет эту схватку 10-3. Мастер спорта России Буяман Яковлев. Итак, Тренер борцы у нас уже вышли на ковер, и сейчас начинается второй период. Второй период бронзового финала. Нюргун Тистяхов, Татинский улус против Буямана Яковлева, представляющего спортивный студенческий союз. Пока не оценил судья. Судья на ковре работает Дмитрий Лигер. Новоиспеченный международной категории. В этом году получил Дмитрий. В категории международной. Да, судья из Нерюнгринского района обслуживает данную встречу. И у нас в этом бронзовом финале по-прежнему впереди Нюргун Тистяхов. Счет 10-3 в его пользу. Остановил. Замечание дают красную. На самом деле времени еще вагон. Считает целый период. Да, разрыв большой. На 7 баллов. Сейчас Нюргуну надо сохранять баллы и работать. Так, действие было после Да, после свистка. После свистка остановки. замечание. 30 секунд дал. 30 секунд активности. И у нас в скором времени будет выявлен бронзовый призер весовой категории до 61 килограмма. Буяман надо работать. 7 баллов, это разница больше. Очень большая для борьбы.
Ну, действительно, вот оставшееся время, да, Баеман Яковлев, безусловно, проведет в атаке, в атаках. Ну, Нургун уже защищается. Ну, грамотно защиту поставил. 10-4 счет. По-прежнему в пользу представителя Татинского улуса. Еще 6 баллов надо, да, набрать Баеману. Так, Судья, без судья оценки. не оценил. Так, ну тут Да, грубо борется Баеман. Ну, конечно, человек проигрывает уже. Хочет выиграть. да, напряжение нарастает. Все от напряжения. И Баеман Яковлев продолжает идти вперед. Время все меньше, На время меньше, да? Да, 40 секунд. До 65 килограммов. Утешительный атакует. поединок ведут в красном трико Петр Сивцев, горный улус. В синем трико Магомед. И да, все, Кириев. поднимает Бакунский район. борцов Дмитрий Лигер. И 30 секунд до конца малого финала весовой категории до 61 килограмма. И время тает на глазах. Ну и, конечно, Нургун Тистяхов постарается как можно дольше. Да, не просто удержать соперника, да, в этом еще положении, два. так еще и вполне успешно атакует. Так, ну и последние секунды бронзового финала. 5 секунд. 5 Счет секунд. 6-10 за 5 секунд до конца схватки за бронзовую медаль соревнований. И все, время завершается. И Нургун Тистяхов становится обладателем бронзовой медали командных соревнований по вольной борьбе в рамках 7-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Поздравляем Нургуна Тистяхова и тренерский штаб Татинской сборной. Место весовой категории до 61 килограмма. И Нургун Тистяхов с чувством выполненного долга. Задачу выполнил. Да, принес очки своей команде. И, как мы знаем, награждение по всем видам спорта, да, вот проводится не сразу. После завершения специальной церемонии у нас проходят специально отведенных местах. Да, было напряжение в этой схватке, и порой, как мы видим на повторе, Сейчас зашли у нас. С явным техническим преимуществом победу одержал И второй малый финал, и сразу как он начинается, дорогие друзья, 4 балла. 4 балла у нас. Виталий Спек записывает свой актив в самом дебюте этой встречи. Итак, бронзовый финал весовой категории до 61 килограмма. В красном трико борьбу ведет Виталий Спек, представитель Усть-Алданского улуса. А в синем трико, соответственно, Александр Семенов из Сунтарского улуса. Ну и сразу, да, такой зрелищный, красивый бросок в исполнении Усть-Алданского борца приносит ему в самом начале схватки 4 балла. Ну, Спек Виталий по классу уже будет выше. Занимается у тренера Дмитриева Ивана Ивановича, тренера Виктора Лебедева и Виктора Рассадина. И по итогам... Зарабатывает Борьба за третье место весовой категории балла. до 61 килограмма. Да, счет становится 6-0. А по итогам этой схватки мы узнаем, кто же вместе с Нургуном Тистяховым зайдет на третью ступень пьедестала почета весовой категории до 61 килограмма. И в данный момент со счетом 6-0 впереди Виталий Спек. Командой Сунтарского улуса кандидат в мастера спорта Александр Семенов. Очень Данилов. здорово проводит встречу представитель Усть-Алданского улуса Виталий Спек. По крайней мере, обеспечил себе еще комфортное преимущество. И еще, еще да, один. продолжает Да. наращивать это преимущество. Счет становится уже 8-0 в пользу
Эспек Виталия. Да, уже классом выше уже видно. Он является членом сборной республики Эспек Виталий. И до завершения первого периода остается чуть больше 50 секунд. 8-0 в пользу Виталия Эспек. Молодому Александру надо работать. Надо себя показать. Искать борьбу. Александр занимается под руководством Данилова Николая Романовича. Второй бронзовый финал у нас продолжается, и с комфортным, с преимуществом по-прежнему ведет Виталий Эспек, и 10 секунд до конца первого периода. Ну что ж, завершается, да, первый период. И Да, без изменений 8-0. да, 8-0, и перед Александром Семеновым стоит очень сложная задача. Действительно приличный отрыв в счете. Ну и по сути не было и таких запоминающихся атак в исполнении сунтарского борца. А вот как раз таки Виталий Эспек провел ряд таких действий, благодаря которым ведет с таким преимуществом. Выходят борцы на ковер, и сейчас у нас стартует трехминутка, по истечению которой будет выявлен бронзовый призер весовой категории до 61 килограмма. Напомню, в первом малом финале победу у нас одержал Нюргун Тестяхов из Татинского улуса. Ну а финал после этой схватки нас с вами ждет. В этой встрече Айтал Захаров встретится с Владимиром Егоровым. Вот Александр должен уже активизировать, работать на максимуме. Но, как мы видим, чуть-чуть трудно. Не хватает, да, уже чуть трудно, не хватает чуть-чуть уже. Ну, Виталий ждет спокойно. Да, минуту отборолись во втором периоде спортсмены, и у нас счет 8-0 по-прежнему в пользу Виталия Эспек. Итак, ну, ищет у нас Семенов. да, вот. Александр, да, ищет. Молодец, но он молодой, должен напрягать. Чтобы попасть в сборную, он должен выиграть вот этих ребят. Вот поэтому должен работать, показать себя. Василий, как думаете, вот за счет чего вот Александр Семенов может добиться положительного результата в этой схватке, вот, учитывая, как борется Виталий, учитывая оставшееся время? Ой, сложно судить насчет этого. Сейчас только атаковать, хорошие проходы, броски помогут. Это время, это минута только осталось у нас до конца второго периода. Да, схватка близится к своему завершению. Виталий продолжает уверенно контролировать. Да, вот, он контролирует эту схватку, да. Удерживать победный для него счет. 45 секунд до конца. Мы видим, при возможности вяжет своего соперника. Да, он чисто контролирует и стоит уже. И 30 секунд. И Александр Семенов продолжает пытаться навязать свою борьбу. Но времени практически не осталось. 15 секунд. И Виталий Эспек, ну, я думаю, да. Да, уже безоговорочно, да? Да, и последние 5 секунды. 5 секунд. И мы
уже можем. И ох, какое завершение-то красивое, да, ровно на последних мгновениях этой схватки Виталий Эспек Ну да, поставил точку, да? красивую точку, да, в этом поединке. Убедительная, более чем убедительная победа Виталия Эспек. Поздравляем Виталия, представителя Усть-Алданского улуса. И Итак, уважаемые любители вольной борьбы, становится он обладателем бронзовой медали в категории до 61 килограмма. На церемонии награждения он вместе с татинским борцом Нургуном Тистяховым зайдет на 3-ю ступень пьедестала. Сейчас у нас заходит, да, Айтал Захаров и Владимир Егоров. Егоров у нас ангинский. Да, и можете ознакомиться с сеткой, турнирной сеткой. И да, давайте мы начнем просмотр этой встречи. У нас финал весовой категории до 61 килограмма. Айтал Захаров, Чурапчинский улус, и Владимир Егоров, первая команда Амгинского улуса. Данную встречу обслуживают руководитель Владимир Егоров категории Николай Станов. выступает за команду Македонии. В этом году он является третьим призером чемпионата Европы. 2 балла. Записала, да, Да. своих 2 И балла. еще накатом. Продолжает работать. Да, она работает. Еще 2 балла. Но пошел Еще накат, 2 да, балла, идет да. накат у Владимира, и он продолжает набирать свои очки. И Да. убедительная победа, быстрая и очень зрелищная победа Владимира Егорова. Да, уже классом выше. Егоров уже призер чемпионата Европы. Да, Владимир Егоров на домашней арене, на домашних соревнованиях, на радость собравшимся зрителям, очень убедительно и красиво, что не менее важно, победил в финале и завоевал золотую медаль в весовой категории до 61 килограмма. Ну, а, соответственно, Айтал Захаров становится серебряным призером на 3-й ступени. Как мы уже говорили, будут стоять Нургун Тистяхов и Виталий Эспек. На 3-м месте. Ну и повтор этой стремительной победы в финале. На ковре приглашается Володя хорошо делает накаты. Владимир Данилов. Ввиду снятия медицинских показателей персонала Ефремова. Да, мы сейчас перейдем к весовой категории до 70 килограммов. И у нас, да, к сожалению, первый бронзовый финал у нас не состоится ввиду Травмы, да, Вячеслава Ефремова. ввиду травмы Вячеслава Ефремова. У нас бронзовая медаль без борьбы Данилов, да, Владимир. получает Данилов Владимир. Но, тем не менее, да, конечно, поздравляем мы Владимира Данилова, представителя Сунтарского улуса. Ну и сейчас в рамках бронзового финала у нас встретится Павел Яковлев, представитель сборной команды Якутска, и Василий Стручков, защищающий цвета Верхоянского улуса. Итак, начинается у нас схватка, и давайте посмотрим, что нам предложат спортсмены в этой встрече. Его соперник в синем трико, представитель команды Верхоянского улуса, мастер спорта России. Василий Стручков является мастером спорта Российской Федерации. И по национальным видам спорта Хапсагай тоже борется, хорошо борется. Ну, Яковлев Павел уже молодой. Ну, Павел занимается под руководством Иванова Прокопия Семеновича и Захарова Станислава Афанасьевича.
Да, в этом весе до 70 килограммов у нас встретится Егор Пономарев и Игнатий Андросов. Но обо всем по порядку. Сейчас мы, конечно же, фокусируемся полностью на этом бронзовом малом финале. Больше минуты позади, и сейчас Да, тоже на активности контролируют друг друга. Никто не хочет рисковать. Ну, за третье место это самое тяжелое. Ну, если проиграешь, без ничего остаешься. Не как финал. В финале у тебя можешь серебро, у тебя достаточно. гарантированное Да, серебро, да, гарантированно как минимум. Как минимум. В данном серебро. случае, конечно, в случае поражения остаешься вне пьедестала. И Самое обидное место, 4-е, 5-е, да? 1 балл записывает свой актив Василий Стручков. Вот уже активную борьбу ищут. Контролирует. Никто не хочет рисковать. Однако время утешительный поединок весовой категории до 92 килограммов ведут. В красном берегу представитель команды Атлетского Улуса. Меньше минуты остается бороться в первом периоде, и у нас пока единственный балл. На Да, счету, только да, по предупреждениям дали. на счету Стручкова. Павел атакует. Хочет уравнять шансы. Да, и чтобы сделать это, у него остается меньше 20 секунд. Последние мгновения первого отрезка встречи, первого периода. И близится, да, завершается первый период. И у нас в этой схватке с минимальным преимуществом в 1 балл ведет Василий Стручков, представляющий сборную команду Верхоянского Улуса. Ну что ж, после короткого 30-секундного перерыва просмотра видеоповторов мы начнем наблюдать за ходом встречи уже в рамках второго периода. Что нам ожидать от борцов во втором периоде, Василий, как вам кажется? Яковлев должен работать, Павел должен активизироваться. Василий тоже не хочет, он сразу начинает первым. Ну, отметим, что действительно хоть преимущество есть, но это Вот. Проходит. очень маленькое преимущество. Да, И вот да, да. сейчас, да. Есть уже шанс, можно отсюда работать. Павел Да, добавлю еще. выходит вперед в этой встрече Павел Яковлев 2-1. И получится ли это дальше? Судья останавливает. Ну, на ковре работает тоже судья международной категории Гоголев Алексей Алексеевич Намский. Итак, по истечению вот оставшихся 2 минут будет у нас выявлен второй бронзовый призер в этой весовой категории, весит до 70 килограммов. 2-1. Да, сейчас уже Василию надо уже работать. Ну, посмотрим. Уже, да, ищут, открывают. Ну, Павел Яковлев успешно защищается, плотно
стоит на ногах. Ну, времени еще много. И преимущество, это, конечно, в 1 балл. Да, в 1 балл преимущество тоже. Ситуация может измениться в корне. В любую секунду, да, в любую секунду может измениться. Ну и вот. Да, нет, атакует. Еще проходом. Продолжает работать Павел Яковлев. И 2 балла еще. Плюс. Срабатывает. Да, и за 50 секунд до конца этого бронзового финала Яковлев упрочил свое преимущество. Да, уже разрыв большой. 3 балла. И остается у нас 40 секунд. Что будет работать по счету? Да, уже Яковлев. сохранять, держать. Ну и 30 секунд до конца этой встречи. И Василий Стручков, конечно же, будет идти отчаянно в атаку, но пока попытки не приносят плодов. И 12 секунд. Но вот сейчас, да, 2 балла Василий Стручков записывает свой актив. И Уже счет 4-3. 7 секунд. да, 4-3, остается очень На мало ковре времени. Б Может. победу одержал Да, завершается встреча и со счетом 4. весовая категория до 92 килограммов. Победу празднует Павел Яковлев. На ковре А победу Поздравляем одержал мы представителя Павел сборной команды Яковлев, Якутии. город Якутск, и становится бронзовым призером Таким весовой образом, у нас категории в этой весовой до категории в 70 весе до килограммов. 70 килограммов На ковер стали приглашаются известны оба борьба за обладателя первое место весовой категории до бронзовых 70 наград. килограммов. В предыдущем Егор финале у нас, к Пономарев, сожалению, схватки не мастер состоялось спорта ввиду международного класса, травмы соперника. Жорабчинский Бронзу без борьбы взял Владимир Данилов. А в этом малом финале, как мы мастер спорта видели, России. в итоге На ковер Б напряженной приглашаются на утешительный борьбы поединок до 92 победителем стал килограммов. Павел Яковлев, Василий Белокуров, Рафаилов, представляющий Алексей сборную Захаров, команду Андрей города Сергеев, Якутска. вторая команда. До минимума сократило отставание в счете Да, Василий Стручков, до 1 но балла. времени не хватило. Сетка вашему вниманию. Мы предлагаем Василий Стручков потерпел поражение от Егора Пономарева. И Пономарев сейчас, Егор Пономарев, чурапчинский борец, в финале будет бороться с Игнатием Андросовым, который в своем полуфинале выиграл у Вячеслава Ефремова. Итак, спортсмены у нас уже вышли на ковер, и у нас начинается главная схватка, решающая схватка за золотую медаль соревнований весовой категории до 70 килограммов. В красном трико Егор Пономарев, Чурапчинский улус, и, соответственно, в синем трико Игнатий Андросов, Татинский улус. Да, и Пономарев, и Егор является мастером спорта международного класса. И Игнатий Андросов мастером спорта Российской Федерации. И прием делает. На ковре Да, 2 балла. Дают и еще. борьба за первое место весовой категории до 70 килограммов. Идут в красном трико представитель команды 4 балла и еще. Еще делает. мастер спорта международного класса Еще Егор делает. Пономарев. Ну, знаете, вот бесправящее начало для Егора Пономарева. Его соперник в Если синем сейчас трико делает, уже Чурапчинского заканчивает. улуса Игнатий Андросов. Да, очень быстро и, На знаете, ковре А весовой красивая категории победа до 70 Игнатия килограммов. Андросова, Победу, конечно. чистую техническую победу очень одержал красиво. Хороший капкан Игнатий поймал. Андросов,
Татинский улус. Игнатий Андросов, эти аплодисменты звучат в его адрес. Именно он становится триумфатором соревнований весовой категории до 70 килограммов. Игнатий Андросов, представляющий сборную команду Татинского улуса, зайдет на высшую ступень пьедестала, ну, а рядом с ним, ступенькой ниже, будет стоять Егор Пономарев, представляющий Чурапчинский улус. Мы его также поздравляем. Ну и давайте в замедленном действии посмотрим, как ковалось это золото. С вертушки начинает и сразу руку забирает уже на накаты. Да, вот он красиво делает уже. Да, и таким образом в весе до 70 килограммов бронзовыми призерами стали Владимир Данилов, Сунтарский улус, Павел Яковлев, город Якутск, серебро у Егора Пономарева, Чурапчинский улус, и золото у Игнатия Андросова, Татинский улус. Мы идем далее, и сейчас у нас начнутся 74 килограмма. схватки в весе до 74. У нас встретятся Егор Захаров из Татинского улуса и Прокопий Петров, представляющий сборную команду столицы нашей республики. Все готовы до начала этого бронзового финала. Так, дается свисток. Поехали, дорогие друзья. Егор Захаров, красный трикот, Прокопий Петров. Кандидат мастера спорта Егор Захаров. Его соперник, у нас в этом малом финале получается опять противостояние, да, опыта и Прокопий Петров. Юности, да, молодости. Юности. У них разница 20 лет. Прокопий всегда так улыбается. Борется. Утешительный поединок весовой категории до 92 да, отличительная черта Прокопия. Он всегда улыбается. Ну и очень активно всегда вот работает руками. представитель команды Атлинского улуса, вторая команда Алексей Захаров. Ну и вот весовая категория до 92 фирменной килограмм. улыбкой, фирменной улыбкой Прокопий Петров борется, принимает экзамен у молодого, да, Егора Захарова, представляющего Татинский улус. Егор Захаров 99-го года рождения, Прокопий Петров 79-го. Разница 20 лет. Годится в отцы. Да, большая. Ну, видим, Прокопий Петров у нас И занял бал, центр да. ковра. Бал дали за активную борьбу. Да, во втором малом финале в этой весовой категории встретится Виктор Степанов из Тампонского улуса и Александр Кантоев, представляющий. Это, конечно, финал. Бронзово у нас встретится Нургустан Брощев и Никита Сафронов. Прокопий ищет, улыбается. Минута остается. Постоянно держит напряжение. Егору надо что-то предпринять. Вот, уже проходит ноги. Отсюда надо делать. Уже активизироваться. Но останавливает. Да, Прокопий останавливает. Не получилось извлечь выгоды из этого прохода. И у нас буквально пролетел первый период. Уже последние 20 секунд. На ковре работает судья первой категории Александр Сунтарского улуса. Итак, последние 12 секунд у нас уже стартовали. И счет по-прежнему 1-0 в пользу Прокопия Петрова. Прокопий Петров у нас защищает честь команды
Якутска. Наша столица, да? На ковре Сейчас А наша столица. борьбу за третье место весовой категории до 74 килограммов ведут. В красном трико представитель команды Талькинского УЛУСа, кандидат в скором мастера времени мы увидим, спорта Егор Что же Захаров. нам предложит спортсмену Егор Захаров борьбой во втором занимается периоде? под руководством Малышева. И его соперник в синем трико, Сильная представитель улыбка, команды сильная города работа Якутска, руками. мастер Да, спорта восполнена России Прокопий Петров. Петрова в замедленном действии. Прокопий Петров борьбой занимается под руководством Иванова Захарова. Ну что ж, дорогие друзья, борьба за бронзовую медаль в своей категории до 74 килограммов у нас продолжается. Малый финал, в рамках которого борются Егор Захаров из Татинского УЛУСа и Прокопий Петров из команды города Якутска. Сейчас будем смотреть, что будет делать Егор. Секунданты что сказали, что поменяли насчет схватки. На ковре Б весовой категории Но Прокопий все равно в центре стоит, да? Ни шагу назад. победил Да, очень Да, по Василий Виногуров, Алексей Лук. чувствует на ковре, Да? да, уже. Егор все время в зоне и опять пассивно. Опять пассивность. 30 секунд опять дали. Ну, за пассивную борьбу опять 30 секунд дают. Да, и по истечению последующих 30 секунд преимущество Прокопия может удвоиться. Мгм. Ну, Прокопий уже знает. Активизировался, заработал. Көмөге ыңгырылалар көрген бескилер остерге Югослав Максимов Туровке, Андрей Медловец Амма. Ну, у нас сценарий, да, вот этой схватки не меняется, да? Прокопий Петров. Свой второй балл. И за 1,5 минуты до конца встречи он ведет со счетом 0-2. Ну, и со счетом 2-0 уже ведет Прокопий Петров. Но Да, здесь- он контролирует уже всю схватку. И остается у нас совсем мало времени. Ну, очень спокойно проводит Да. эту встречу. Прокопий. Очень интересно, конечно, что Да, сможет вообще Прокопий. противопоставить Егор Захаров. И Что-то надо предпринять Егору. Прокопий даже не пропускает, не дает руку. Егору надо что-то предпринять. 40 секунд, меньше 40 секунд остается, и Прокопий Петров спокойно продолжает вести в этой встрече, в этой схватке. Вот, пытается Егор. Да, вертушка. Не получилось. Не оценили. Да, Просто снял, да, просто снял Прокопий. готовил эту попытку. И еще повторяет. Еще одна Еще раз попытка. повторяет. Да, но безуспешно, Да, и и Прокопий удерживает, Петров удерживает. Так, ну и последние секунды. 3, 2, 1. И все. Звучит свисток. И у нас есть На ковре А бронзовый борьбу за третье призер место в этой весовой категории. Им становится Прокопий Прокопий Петров, город Якутск, представляющий мастер сборную спорта команду России. И становится Якутска. бронзовым призером седьмых спортивных Чемпион игр России. народов Республики Саха-Якутия. Ну и в прекрасном расположении духа, конечно же, Прокопий Петров, новоиспеченный бронзовый призер личной команды соревнований по вольной борьбе седьмых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Поздравляем Прокопия. Также, конечно же, поздравляем команду Якутска. И в скором времени, после просмотра повторов, мы приступим к освещению второго
бронзового финала, в рамках которого сойдутся Нургустан Брощев из Вилюйского улуса и Никита Сафронов из Чурапчинского улуса. Два молодых спортсмена сейчас начинают спаривать вторую бронзовую награду в этом весе. Нургустан Брощев, Вилюйский, Никита Сафронов, Чурапчинский. Они тоже ровесники, но должны борьбу показывать хорошую. Борьба за третье место. Да, схватка выявит борца, который будет стоять на третьей ступени пьедестала рядом с Прокопием Петровым, чью победу мы видели ранее. Ну а в главной схватке в этой весовой категории у нас сойдутся Виктор Степанов из Тампонского улуса и Александр Кантоев из Горного улуса. Итак, получается пройти в ноги. Сейчас на положении Борьбу за третье место в весовой категории до 74 килограммов на ковре А ведут в красном трико кандидат в мастера спорта, представитель команды Вилюйского улуса Нургустан Брощев. Его соперник в синем трико, представитель команды Чурапчинского улуса, кандидат в мастера спорта Никита Сафронов. И со счетом 4-0 у нас повел в этой схватке Выковерге Тергемдескилер Беостер чемпионы дуэты Бадерге Лев Павел Султан, Алёса Сухаров Горной Бернинехтере. Ну, усложнилась, да, задача? Задача усложнилась. 4 балла сразу отдал. Ему надо активизироваться, Никите уже. Хороший бросок да. получился у Нургустана. И именно 4 балла, заработанные за это действие, позволяют представителю Вилюйского улуса к этой минуте быть ближе к победе, чем его соперник. Оба являются кандидатами в мастера спорта. Тоже за сборную республики много раз выступали на дальневосточных, всероссийских. У Брощева Нургустана тренером является Акаемов Роман. У Сафронова Старостин Егор. Ну и у нас близится к завершению первая трехминутка, первый период. Ну и, по всей видимости, у нас первый отрезок закончится без изменений в счете, хотя есть еще 5, 4, 3, 2, 1. Да, уже без изменений. Завершается первый период бронзового финала весовой категории Борьбу за до третье место 70 в весовой килограммов. категории до 74 килограммов Нургустан Брощев на ковре А ведут в красном трико представитель команды Вилюйского улуса Нургустан Брощев, кандидат в мастера спорта, тренер Акаемов. Его соперник в синем трико, представитель команды Чурапчинского улуса Никита Сафронов. Алексей Никита Алексеевич. Сафронов, кандидат в мастера спорта, тренер старости. Чуть не получилось, да? У Никиты бросок. Там доктор. Да, Вызвали, да, доктора. Рассечение. рассечение на лице Никиты Сафронова. Ну, кровотечение остановили, и схватка наша возобновляется. Да, все в порядке. С Никитой. Тергемдескилер Беостерге Беостерге Тавста, Коля Тахаровна. Нөрлалар
Терден бесилер бостерге чемпионы дуэты Лев Павел Сунтар, Алеша Сугаров, Горнай. Да, все вопросы решены, и у нас возобновляется схватка, второй период, дорогие друзья. По итогам первого отрезка у нас впереди Дергустан Брощев со счетом 4-0, он ведет. Никите надо активизироваться. Результат 4 балла проигрывает. И сразу 4-бальный. Это значит, ему надо или на 4-бальный бросить, или 5 баллов. Это работает. И пропускает. Ну и тут должен баллы забрать Дергустан. Да, так и есть. Оценили 2 балла Дергустану, да? Да, и сейчас счет на табло должен измениться. Да, 6-0. Ну, И челлендж. Дергустан упрочил свое преимущество, но сейчас, по всей видимости, судейская коллегия будет просматривать челлендж, хотя нет. Да, Никита обратно сам поставил. Это участник тоже должен. Он сам решает. Секундант бросает. В итоге все-таки решили, что надо обратиться к помощи видеоповтора. Ну и давайте это мы тоже на посмотрим. последнем моменте. Дергустан атакует. Василий, как оцениваете? Ну, синему 2 балла можно оценить. Браво дело. И 1 балл, что красный. Сейчас главное решать. Ну, это мое мнение. Мнение главных того, другое будет. Мое мнение, Никита сделал прием, а Дергустан защищался и назад вышел. Ну Да. вот, да, правильно. Возвращается челлендж. Да. И счет у нас при счете 5-2. Спортсмены продолжают борьбу. Да, вот челлендж помогает в некоторых моментах, ситуациях уже судьи неправильно. Ну, важно быть Да, уверенным. уверенным, важно быть уверенным. Давайте. И если не прав, то потеряешь уже 1 балл. Ну, 3 балла осталось Никите еще набрать. Да, и по времени у нас еще половина второго периода. Да, еще есть время. Можно и что-то реализовывать, открывать, бороться. Вот, ищет, открывает. Да, сейчас, конечно, все больше и больше начнет торопиться Никита Сафронов. Да, уже времени мало осталось, уже меньше минуты. Надо прием. Уже нужен прием. Только 40 секунд осталось. Никите надо 4 балла забрать, чтобы выйти вперед. Ну вот тут чего-то добиться, но да. в итоге сам отдает 2 балла. И у нас 7-2 становится счет за 17 секунд до конца схватки. До конца зашел, да? И у нас 15 секунд осталось. И счет 7-2. Идет Дергустан Брощев. Уже ищет броски. Сейчас только 5-бальный бросок поможет Никите. И все, завершается встреча со счетом 7-2. Победу празднует представитель Вилюйской
сборной команды Нургустан Брощев становится он обладателем награды бронзового отлива, с чем мы его и поздравляем. Также поздравляем тренерский штаб вилюйской команды. Ну и сейчас, дорогие друзья, в скором времени на этом же ковре начнется борьба за золотую медаль в весовой категории. Виктор Степанов и Александр Кантоев, цвета горного улуса. Ну а пока мы предлагаем вашему вниманию повтор результативных действий спортсменов в минувшей схватке. Самый результативный спортсмен Александр Кантоев. Виктор Степанов в полуфинале выиграл у Прокопия Петрова. Но, в свою очередь, Александр Кантоев второй выиграл у Никиты Сафронова. Ну и можете увидеть результаты также четвертьфинала и 1/8 финала. К этому мы еще вернемся. Ну а сейчас все внимание на ковер. Итак, борьба за золотую медаль весовой категории до 74 килограммов, дорогие друзья. На красном трико Виктор Степанов, Тампонский улус. И против него борьбу ведет член сборной команды горного улуса Александр Кантоев. Начали сразу. Александр Кантоев является мастером спорта международного класса, чемпион мира, боролся за сборную России, за сборную Белоруссии и до сих пор борется. Сейчас работает заместителем директора училища Олимпийского резерва. Ну и ведет он схватку против Виктора Степанова. Виктор Степанов является мастером спорта с Тампонского улуса. Возобновляется схватка, и у нас пока нет таких действий. Тут опять-таки, да, противостояние у нас опыта. Да, Ну, Александр Кантоев, конечно, именитый борец, многоопытный спортсмен. Ну, а Виктор Степанов намного моложе будет своего соперника. Посмотрим, как это все скажется. Виктор на Степанов — исходе. это действующий спортсмен. Спасибо. Да, дали 30 секунд Александру, чтобы активизировался. По истечению 30 секунд балл будет предоставлен Степанову. Виктору. Да, уже Саша активизировался, работает. Ну, балл Да, присуждается, да, Виктор Степанов уже ведет. получает свой первый балл и ведет в этой встрече. Но если говорить о турнирной сетке, дорогие друзья, представитель Тампонского улуса Виктор Степанов в полуфинале, как мы уже говорили, выиграл у Прокопия Петрова. Ранее на стадии 1/4 финала Виктор одержал победу над Джилустаном Шеломовым из Мегино-Кангласского улуса. А тут мы видим уже Да, 2 балла. Александр Кантоев и продолжает работать. Продолжает еще. И выходит, да, вот под самый занавес первого периода, зарабатывает 4 балла и повел он с Да, преимуществом еще. 3 балла. И дальше продолжает работать Александр, но тут Ножницы уже взял. время Да, еще опасно. заканчивается. Да, время заканчивается.
в опасном положении, да? На ковре А Заканчивает. весовой категории до 74 Тогда килограммов. 6 должно быть. Поединок ведут в Вот. красном трико 6-1 представитель ведет команды Александр. Афонского района, мастер Ну, спорта России. так вот, Виктор Степанов на стадии 1/4 выиграл у Джулустана Виктор Степанов Шеломова из Мегино-Кангласского улуса. борьбой Ну, занимается а под в своей руководством первой схватке Павлова. в стадии Его 1/8 соперник в синем Виктор трико. выиграл у Егора Представитель Захарова команды из Горного улуса, Датинского улуса. мастер спорта Что касается международного Александра класса Кантоева, Александр Кантоев в полуфинале выиграл у Никиты Сафронова. Ранее на 1/4 стадии 1/4 финала Александр одержал победу над Иваном Барашковым из Намского улуса. Ну а 1/8 Александр Кантоев одержал победу над Нургустаном Брощевым с Вилюйского улуса. Итак, второй период финальной схватки весовой категории до 74 килограммов. 6-1 в пользу Александра Кантоева. Но Виктору надо активизироваться. Разрыв большой на 5 баллов. Судья предупреждает. Атакует, но остается. Да. Здорово действует Александр и зарабатывает свои еще 2 балла. Да, И уже дальше. на классе. Вот теперь крест делает. Еще раз крест. Да, и это Всё. досрочная победа. Поздравляем Александра Кантоева. Он становится обладателем золотой медали лично командных соревнований по вольной борьбе в рамках 7-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Александр Кантоев на ваших телеэкранах, представитель сборной команды Горного улуса, обладатель золота соревнований. Ну а, соответственно, Виктор Степанов у нас До 86 килограммов. довольствоваться Приглашаются серебряной медалью. И у нас бронзовые награды в активе у Прокопия Петрова из города Якутска и у Нургустана Брощева из Вилюйского улуса. Ну и давайте еще раз посмотрим на Моменты хорошие, да? действия борцов в минувшей схватке. Сейчас после этих повторов мы перейдем к весовой категории до 86 килограммов. Тут у нас в рамках бронзовых финалов встретится Владислав Закиров из Мирнинского района против Семена Артемьева из амгинской команды. Первый состав также бронзового спорят у нас Платон Савинов из Верхневильского улуса и Сафрон Сафронов из Мегино-Кангласского улуса. Ну а за первое место у нас поборется Дмитрий Шадрин из Среднеколымского улуса и Игорь Сафрониев из Намского улуса. Арсен Макаров, Чурокче, Егор Итак, Федотов, Эджиген. все готово для начала Этого малого финала. Владислав Закиров, представляющий Мирнинский район. И сразу Семен атакует, но не зарабатывает. Влад убегает. Но тут, Да, в свою очередь, 2 балла записывает свой актив уже Владислав Закиров. И сейчас пытается пойти в нокат, но не получилось. Ну, 2 балла в его активе. Да, ведет Влад. Владислав Закиров, представляющий Мирнинскую команду, ведет с счетом 2-0. И вот вновь Еще проходит. пытался пройти в ноги еще. Повторяет, да? Да. Молодец, Влад. Пока нету оценки. Но мы видели ранее выступление Владислава Закирова. Очень подвижный, динамичный борец, постоянно. На ковре А весовой категории до 86 килограммов Движение. поединок ведут. Не оценили. В красном трико Там один представитель балл. команды Мирнинского района Владислав Закиров. Судьи Владислав сейчас. кандидат в мастера спорта.
Борьбой занимается под руководством Андреева. Его соперник Обсудят этот Синин вопрос, Трико, да, представитель без команды оценки Амгинского улуса. оставили. Первая команда — кандидат в мастера спорта при счете, да, Семен 2-0. Артемьев. Тренер Егоров. Продолжится схватка. И ух, И прием. да, не получилось. И в итоге Закиров забрал 2 балла. И вот сейчас еще 2 балла будет. И, кстати, вот да, Да, сам себя оставил. да. Да, Влад сам себя. На ковре А в подхватил, весовой да? категории до 86 Да, Семен килограммов. Артемьев сориентировался очень здорово в этой ситуации и моментально, конечно же, наказал своего соперника за эту невнимательность проявленную. И на радость местной публики Семен Артемьев становится обладателем бронзовой На медали. ковре А Представитель борьба за третье место весовой категории первой до команды 86 Амгинского килограммов. улуса Приглашаются по итогам Платон соревнований Савинов, зайдет на Верхний третью ступень Сафронов, пьедестала Сафронов, почета. Мигина Поздравляем Каталасов, Семена. Да, стены помогают. Да, конечно, приятнее выступать при родных стенах, и еще вдвойне приятнее побеждать За на домашних победу, соревнованиях. Бүгін елге елден ауызбилер бағыстыр үлестен достарындар Арсен Макаров. Да, тут Да, он поймал. Железно поймал. как бы не старался Владислав Закиров выйти, победу одержал Семен Артемьев. Итак, сейчас у нас Да, стартует второй малый финал, и перед вами борьбу у нас ведут Платон Савинов, представляющий Верхневилюйский улус, и Сафронов из Мегино-Кангаласского улуса. Верхневилюйского улуса, мастер спорта России. Платон По Савинов. итогам этой встречи будет выявлен второй. Его соперник Бронзовый Синин медалист. Трико, представитель команды Мегино-Кангаласского улуса, мастер спорта России Платон Сафронов. Тренер Сафронов. является Умаханов. мастером спорта Российской Федерации и мастером спорта по национальной борьбе Республики Саха-Якутия. Сейчас работает тренером по национальному по Хапсыкаю. Ну, Сафронов молодой, учится уже, сейчас занимается. Ну, как действующий уже спортсмен будет. Ну, сейчас посмотрим, как схватка пойдет. Итак, борьба за бронзовую медаль. Весовая категория до 86 килограммов. На ковре работает Хабаров Геннадий. Судья первой категории Намский улус. Вот взял голову Платон. Отсюда надо действие делать, и поднимают. Да, не успел. Платон не успел. Не получилось, да, извлечь Да, выгоды, да? из этого положения. Да, и уже 30 секунд зажигают Сафронову. Сафронов за 30 секунд должен забрать балл. Подходит, близится, да, подходит к концу Да, первый Эти- период. первый период, и 30 секунд. Да, 1 балл присуждается Бүгін елге елден ауызбилер Платон Савинову. Арсен Макаров чурапте. Ну и да, завершается у нас первый период, остается меньше 20 секунд. Валентин Гордашов. Амма. Смотрит на время Сафрон Сафронов. Но очень плотно стоит на ногах. Да, Платон Савинов. закрывается Платон.
Ну и завершается первый период. Минимальное преимущество со счетом 1-0. В этом весе, весовой категории до 86 килограммов, у нас золото будут оспаривать представители Среднеколымского района Дмитрий Шадрин и Игорь Сафронеев из Намского улуса. Интереснейшее противостояние в рамках финала весовой категории до 86. Ну а сейчас, конечно же, мы продолжаем смотреть малый финал. Платон Савинов, Верхневильнюсский улус, и Сафрон Сафронов, Мегино-Кангаласский улус. И атакует Платон. Уже активность тоже показывает. Тоже класс показывает. Но классе должен выиграть Платон. Ну, Сафрон молодой, энергии много. Активность дали. Первое предупреждение Платону. Судья дает. Сейчас надо действовать. Активную борьбу надо показывать судье. Да, минута. Чтобы активность, пассивность показывала. Минута второго периода. Да, Позади. 1 балл, да. Сейчас уже ведет Сафрон Сафронов. Сейчас уже Платону надо работать. Ну, посмотрим, да, что предложит Платонов. Платон Савинов. Ну и меньше половины времени остается бороться во втором периоде. Но Сафрон Сафронов уже закрылся. Сейчас уже стоять будет. Будет сохранять свои баллы. Итак, Платон Савинов. Да, уже ищет. Ищет возможности для проведения своих технических зрелищ. Периодически оборачивается и смотрит на время. Да, ну, сейчас уже время играет в пользу Сафрона Сафронова. Платону надо что-то предпринять. Ну и остается-то времени совсем мало, 30 секунд, меньше 30 секунд, и Платон Савинов Вот сейчас уже уходит. активно начинает идти вперед, но Сафронов, конечно же. Уже 15 секунд осталось. Надо что-то делать. Вот. Да, и последние секунды. Да, балл дает. Так, у нас Заминка вышла. так, и балл. Да, балл показывает, да? Судья показал балл, да? Да, 1 балл. 1 балл показал, да, Да, судья? Платону Савинову. Так, в итоге. Нет, засчитали, да, не засчитали. Все-таки со счетом 1-1 по качеству у нас победу празднует Сафрон Сафронов, представитель Мегино-Кангаласского улуса. Он становится обладателем бронзовой награды, с чем мы его и поздравляем. Также поздравляем Мегино-Кангаласский улус. Итак, сетка весовой категории до 86 килограммов. Дмитрий Шадрин встретится с Игорем Сафронеевым. Дмитрий в полуфинале выиграл у Семена Артемьева, минского борца, а Игорь
Сафрониев, в свою очередь, в 1/2 финала оказался сильнее Сафронова. Ну и в четвертьфинале вы можете видеть, что Дмитрий Шадрин выиграл у Александра Филиппова. И вернемся мы к этому еще чуть позже. Спортсмены вышли на ковер, и сейчас данная встреча уже стартует. Дмитрий Шадрин, Русский район, против Игоря Сафрониева, Намский Улус. Борьба за золотую медаль. Лично командное соревнование по вольной борьбе 7-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Балл зарабатывает Игорь Сафрониев. Игорь моложе на 10 лет от Дмитрия Шадрина. Вот проходом. Взять балл здесь. Пока не оценили судьи, пока не оценили. Нету баллов. Да, тут переоценки у нас пока это действие. И вот сейчас. Да, уже Дмитрий. Сейчас становится 3-0 в его пользу. Ну, что-то с коленом. У Игоря что-то с коленом. Да, видим, что Игорь Сафрониев держится за левую ногу, за левое колено. И, конечно же, надеемся, что... Несерьезная такая, да? Чтобы Да. дальше боролись. Так схватку ведет Шадрин Дмитрий. 8-кратный победитель чемпионата республики Николая Тарского. Ну, что-то серьезное у Игоря. Связка, что-то. Судья, вот, арбитр уточняет. Да, сейчас уточняю. Возможность у Игоря Сафрониева продолжить финальную схватку. Нет, да, врач. Очень жаль, дорогие друзья. Да, с травмой заканчивается этот финал. И, ну и Дмитрий Шадрин, конечно, поможет своему сопернику. Ну, сейчас посмотрим. Положение борьбы было. Защищался Игорь. Да. Ну, травма от маленьких. Да, я аплодирую трибуны. Продолжают аплодисментами Игоря Сафрониева, Ну, жалко. серебряного призера весовой категории до 86 килограммов. Ну и, соответственно, Дмитрий Шадрин становится обладателем награды высшего достоинства в этом весе. Ну и, как вы помните, на третью ступень, право взобраться на третью ступень пьедестала почета завоевали Семен Артемьев из амгинской команды, из первой команды амгинского улуса, и Сафронов, представитель Мегино-Кангласского улуса. И сейчас мы перейдем к весовой категории до 97 килограммов. Тут у нас в рамках бронзовых финалов сойдутся Николай Константинов из Горного улуса с Василием Ефимовым из первой команды Амгинского улуса, а также встретится Антон Корякин из Черопчинского улуса с Максимом Толмачевым, защищающим цвета города Якутска. Ну а в главной схватке в этой весовой категории у нас сойдутся в борьбе за золото Павел Верховцев из команды Мегино-Кангласского улуса и Кузьма Сивцев из команды Намского улуса.
Выходит борцы Константинова Николая, показывают секундирует чемпион России Осип Михайлов. Ну и на ваших телеэкранах его соперник Василий Ефимов, борец, представляющий первую команду Амгинского улуса. Безусловно, собравшаяся публика будет болеть, активно болеть за Василия. Итак, начинается эта встреча. На кону бронзовая медаль в лично-командных соревнований по вольной борьбе 7-х спортивных игр народов республики. Начинаем. Борьба за 3-е место. Николай, оба являются кандидатами в мастера спорта. Николай Константинов занимается под руководством Кириллина Владимира Николаевича и Осипа Михайлова. Ефимов Василий тренируется под руководством Егорова Петра. Самой принципиальной схватки, вышел судья Дмитрий Лигин, новоиспеченный судья международной категории. Тоже ожидают, но равная схватка будет. То есть не стоит ожидать. Да, много баллов. Пассивную борьбу, уже дали. Да, половина первого периода у нас уже прошла. И мы продолжаем наблюдать. Я думаю, что это у нас бронзовый финал весовой категории до 97 килограммов. 1 балл, дали. Николай Константинов. Да, Николай Константинов. Да, пассивную. Еще 30 секунд дали, Николая тоже. Николай тоже должен активизироваться по истечении 30 секунд. 1 балл тоже дадут Василию Ефимову. 201 болеет за Василия. Безусловно. Да. Работает, и время заканчивается уже. Алексеев Блю. Выговорили Айстан Слепцов Усьяна, тренера Слепцов. И Алексеев Блю, тренера Роман. И у нас завершился первый период. Со счетом 1-0. Константинова Николая. Александр Болуров Сонтар. Сейчас у нас спортсмены возвращаются к центру ковра и стартуют второй период. Следующие 3 минуты будут решающими
И мы в скором времени узнаем обладателя бронзовой медали, весит до 97 килограммов. Василию надо активизироваться, чтобы порадовать своих зрителей. Да, безусловно. Но дали уже 30 секунд. Николаю Константинову. Сейчас Василий за пассивную борьбу дали Николаю 30 секунд. Николаю надо уже активизироваться. Надо приемы. Да, Уже дали балл 1-1. Теперь ведет Василий. Василий Ефимов, конечно, его все поддерживает местная публика, и он может принести третью медаль в копилку амгинской команды. Ранее напомню то, что Владимир Егоров стал триумфатором весовой категории до 61 килограмма, и также медаль бронзового отлива завоевал Семен Артемьев, выступающий в весе до 86. Итак, бронза, борьба за бронзу продолжается. И уже меньше половины второго периода остается. Ведет эту встречу Василий Ефимов. Да, уже сохраняет, должен сохранить баллы. Осталось, да? Совсем мало времени. Меньше минуты уже осталось. Плотно стал на ноги Василий. Да, плотно. Но только так можно удержать балл. Николаю надо что-то предпринять. 30 секунд разделяет Василия Ефимова. От медали. Смотрит на время смотрит. Да, уже 20 секунд. 20. Атакует. Николай атакует. Остался 10 секунд. Да. Дмитрий поднимает борцов. Ну и сейчас, конечно же, Да. Николай Константинов сразу бросится атаковать. И остается Василию Ефимову терпеть-то всего лишь пару секунд. И в итоге Василий Ефимов становится обладателем бронзовой награды на радость амгинским болельщикам. Да, поздравляем ангинских. Вот это первый день с третьей медалью, да? Да, в активе амгинских борцов 3 медали. Получается 1 золото и 2 бронзы. Ну, поздравления принимает Василий Ефимов. Все-таки, несмотря на все старания Николая Константинова, Василий смог удержать нужный счет. И таким образом он получил право взойти на 3-ю ступень пьедестала. Бронзовый призер соревнований личная команда, соревнований по вольной борьбе 7-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия на ваших телеэкранах. Василий Ефимов. Итак, Максим уже ждет. Или Антон ждет. Да, Антон ждет. Да, Антон уже вышел и
стоит на ковре Антон Корякин, представляющий Чурапчинский улус. Прямо сейчас начнет схватку с Максимом Толмачевым из города Якутска. Эта встреча у нас пройдет в рамках также малого финала. На кону бронзовая медаль в весовой категории до 97 килограммов. Антон Корякин, Максим Толмачев. Встреча стартовала. Все внимание на ковер А. Ну, думаю, у Максима класса должно быть выше. Он занимается сейчас. Является членом сборной республики. Занимается под руководством Иванова Прокопия Семеновича и Захарова Станислава Афанасьевича. Антон является кандидатом в мастера спорта, занимается под руководством Неустроева Данила Романовича. Продолжают схватку претенденты на бронзовую награду. Балл, да, зарабатывает Максим. Максим Толмачев, Республика Федеральный округ Кыйлага. Роман Дмитриев, Да, счет 1-0 в пользу представителя сборной команды Якутска. Да, Максим прессингует и еще 1 балл. Зарабатывает. Он свободно ходит. Грузит, не напрягается. Вчера с Кузьмой боролись, у них хорошая схватка была у них. На последних секундах. Кузьма Сивцев вырвал, можно сказать, вырвал победу от Максима, проигрывая. Ну и счет у нас 2-0 в пользу Максима Толмачева. И остается меньше 50 секунд бороться в первом периоде. Вот здесь Максим хорошо прошел. И что он придумывает из этого положения? Берет 2 балла. Еще 2 балла. И дальше продолжает работать Максим Толмачев. И все. 10-0. Да, Максим Толмачев, член сборной команды Якутска, представитель команды Якутска, становится обладателем бронзовой награды. И поздравляем мы Максима и тренерский штаб сборной команды Якутска. И благодарим ребят за эту схватку. Таким образом стали известны оба бронзовых призера в этой весовой категории. Весит до 97 килограммов. Хозяевами бронзовых наград, медали бронзового отлива стали Василий Ефимов из первой команды Ольгинского улуса и Максим Толмачев, защищающий цвета города Якутска. И вашему вниманию предлагаем, да, сетку весовой категории до 97 килограммов. И видим то, что Павел Верховцев выиграл Василия Ефимова. Ранее Павел Верховцев оказался сильнее Дмитрия
Нехарукова из Нюрбинского улуса. Это стадия 1/4 финала. И в первой схватке Павел выиграл у Николая Константинова. Стартовала у нас эта встреча. На кону золотая медаль. Ну, что касается Кузьмы Сивцева, он в полуфинале выиграл у Максима Толмачева. В четвертьфинале Кузьма одолел Антона Корякина из Черепчинского улуса. Еще ранее Кузьма выиграл у Семена Амосова. Итак, Уже начинает Кузьма работать. Хочет, я думаю, хочет досрочно победу. Кузьма является мастером спорта международного класса. Верховцев Павел является кандидатом в мастера спорта. Ага, делает прием. Полноценный. челлендж Да, вылетает. челлендж выбрасывает с красного угла. Что хотят. Два балла за бросок хотят. Сейчас судейская коллегия, представители судейского корпуса посмотрят видеозапись и вынесут решение по этому эпизоду. Ефимова Василия выиграл Верховцев вчера. 5-1 проигрывая. Красивым броском. Вот этот. Ну, здесь не знаю сейчас, как решат. Можно дать 2 балла. Или 1 за неполноценный бросок. Все еще Да, обсуждают уже, да. смотрят видеоповтор и обсуждают представители судейского корпуса. Видеопросмотр. Можно 1 балл дать, по моему мнению. За бросок. Прием, ну, все равно прием сделал. Ну, так неполноценный. За неполноценный можно баллы присуждать. Ну, у Кузьмы класс-то выше. Чемпион Дальнего Востока, чемпион республики. По национальной борьбе тоже абсолютным чемпионом является. Ну что ж, у нас затянулось, да? Да, там решают. Все еще Да. продолжают спортсмены ждать решения судейской коллегии. Решение принято, и Да, что есть. в итоге? Да. Плюс 1 балл. Ну, как раньше сказали, это неправильный челлендж уже. 4 балла уже. Да, счет 1 4-0. балл уже плюс. Минута 30 осталось. Да.
Верховцев вчера хорошие схватки показал. Акабиге Павел Кузьма, Ну, Сипсет, Кузьмы класс выше. Достар, Холман, Вот проход. Захват. Кузьма ищет. Аксан Ултекке. Прием хочет делать. Да, продолжаем. Да, уже активную позицию Кузьма берет. Бастығы демек бүдер әтеуде сүгінді қалла. Уже здесь Аксан Ултекке. красный, борец с красным трико пассивный. Руку дает и уходит от борьбы, уже считается. Оғызылты күнде. И меньше 30 секунд остается бороться в первом периоде. И 2 балда. Еще 2 балда. Да, Да. И чистую победу одержал Кузьма. Раз, поздравления принимает Кузьма Сивцев, представитель сборной команды Намского Улуса, в финале одержавший победу над Павлом Верховцевым из Мегина Кандаласского Улуса. И таким образом у нас выявлены все победители и призеры, но давайте еще раз мы пройдемся по списку весовой категории до 97 килограммов. Бронзовые медали у Василия Ефимова из первой команды Амгинского Улуса и Максима Толмачева из сборной команды Якутска. Серебряным призером в этой весовой категории стал Павел Верховцев из Мегина Кангаласского Улуса. Ну а победу празднует у нас Кузьма Сивцев. Именно он завоевал золотую медаль соревнований, представитель Намского Улуса. Ну а сейчас, дорогие телезрители, мы представляем вашему вниманию подборку самых ярких моментов соревновательного дня. И в скором времени вас ждет в течение, интервью. Так что оставайтесь с нами.
Свое выступление и что можете сказать о соперниках и, в общем, в целом об уровне этих соревнований? Спасибо. Соревнования уже проходит второй день. Со вчерашнего дня начали. Все соперники, ребята сильные, молодые тоже дают о себе знать, что они растут. Вот. Ну, получается сегодня, что я готов в весе 97 победить молодых. Ну, могли ли вы отметить кого-нибудь вот отдельно, вот персонально, кто вот доставил вам, ну, удивил вас больше всего, может быть? Ну, Максим Толмачев есть, он хороший парень, тоже растет, перспективный. Ну, на него рассчитался, что будет сложным, и сложился, что я выиграл за выход в финал. Вот так. И в финале тоже Павел Батас-Верховцев тоже, с ним тоже было тяжело, ну, выиграл. Ну вот в целом, ну, дальнейшие планы ваши, на каких соревнованиях планируете принять участие в ближайшее время? Ну, я сейчас сам работаю тренером, преподавателем Нанской детской спортивной школы имени Петра Петровича Мишанова. Уже работаю 4-й год. Как уже 5 год тому назад уже завершил спортивную карьеру. Сейчас как бы в спортивных играх, спартакиадах внутри команды вот, все тренируемся вместе и здесь вот приходим. Вот в целом, если говорить об играх, что можете сказать о 7-х спортивных играх народов республики, как они проходят, по вашему мнению, какие впечатления вот, от соревнований? Ну, соревнования цикл за циклом, соревнования пройдут на высшем уровне. Каждый раз соревнования, организаторы дают возможность вот, всем смотреть такой хороший соревновательный дух, и этот, ну, все очень хорошо. Ну, хорошо, большое спасибо, что уделили нам время. Еще раз поздравляем вас. Ну, а мы с вами, дорогие телезрители, прощаемся до завтра. Завтра также у нас будут финальные поединки, так что следите за нашими телетрансляциями и будьте в курсе всех событий на каналах НВК Саха, Якутия 24 и Мамонт. До скорых встреч в эфире. Alan